我的朋友们，新年快乐，再见. Бабам Болесный айтты, туда поедешь, не привози оттуда с собой китаянку. Любовь до Генши. Я английский выучил свой на фильмах. Первомайская Оша. Отлично. Кульме комшуна келлер башина. Не буду называть телеканал, но точно не АТР. Первые 2 недели у меня живот крутил жестко. Я думаю, я умру. Наши тембель. Брщеп, мага истемели. Я товар бутынкам. Если есть возможность поехать куда-то, нужно ехать. Всем кипушным селям алейкум. Чистый бахчисарайский, это же анекдот. Чистый бахчисарайский. Почему анекдот? Ну как может быть чистый бахчисарайский? В языке содержится вся информация Вся народа. информация. Язык не умрет, он будет. Мен кырым татар, мен чаресаны тапаром. Миз-миз. Почему миз-миз? Это же неправильно. Сегодня, знаешь, я задаю себе вопрос, и эти вопросы задаю тем, с кем общаюсь, с кем разговариваю. Тема языка, она большая, она глобальная. Между прочим, ты все время говоришь, ну, не стараешься, а говоришь на крымско-татарском языке, и, в принципе, всех призываешь к этому. Но, как показывает практика, это не сильно работает в плане мотивации на других людей, да? То есть, если ты говоришь ему, что ты не очень как бы разговариваешь, человека это не мотивирует тому, чтобы учить язык. Ты вообще скажи, твоя методика изучения языка, как так получилось, что сегодня ты говоришь на крымско-татарском языке, и, в принципе, говоришь свободно, как так вышло вообще? Ой, но это нужно будет копаться аж в далекие 90-е. Ну, далекие 90-е. Ну, как? Мне просто повезло. Вот, по большому счету повезло. Я родился в той семье, в которой все разговаривали на крымско-татарском языке. То есть этого достаточно, чтобы знать? Этого вот так достаточно. Потому что многим не хватает вот этой базы, а после, если они упускают этот момент, потом это наверстать очень сложно. Вот с чем многие крымские татары сейчас и сталкиваются. У них нет базы, в детстве они не разговаривали, а потом для них это как иностранный язык они начинают учить. Многие вот английский начинают учить в школе, так до конца жизни его и не выучат они. Просто потому что нет базы. А если вот они там дома разговаривают, родители, хотя бы если они слышат этот язык, как он строится, тогда у них в памяти что-то откладывается. И вот на эту базу уже можно столько кирпичей наложить, сколько угодно. Там можно до таких высот просто дорасти языковых. Но вот смотри, почему вот этот язык, который, по идее, должен быть живым языком, да, почему он с телеканала звучит как будто бы и не живой? Потому что это заученный язык. Вот живой язык, на котором разговаривает народ сейчас, да, он, ну как, это смесь какая-то на самом деле. А то, что мы слышим с телеканала, люди готовятся, они заучивают текст. Я вот работал на телеканале, я видел, что некоторые люди даже не понимают, что они говорят, но говорят, потому что им надо это, потому что им это приносит деньги. А то, что мы используем в обычной жизни, например, в речитативе, если ты не знаешь какое-то слово, ты его берешь с другого языка, вставляешь туда, и вот оно пошло-поехало. Также на телеканале не будут разговаривать. Поэтому вот упускается вот эта вот мелочь, и он звучит как какой-то робот, как будто разговаривает. Ну хорошо, смотри, допустим, тебе повезло, да? Ну, немногим повезло, как ты понимаешь, да? Что делать тогда? Ну вот нам не, ну, условно говоря, нам не повезло. Вот мы его не слышали, мы слышали какие-то моменты, какие-то детали, но такой цельной, связанной речи, допустим, мы не слышали. Вот этот момент мы упустили. Что делать? Ой, что делать? Слушать людей, которые разговаривают. Именно на живой, кто использует живую речь. Не с телеканала. Ну, можно, конечно, там тоже подчерпать что-то. Но опять же, нужно идти и слушать тех людей, которые разговаривают на языке. Пытаться строить предложение так же, как они это строят. Потому что я, уверен на 100%, какие-то слова вы знаете. Например, живя в Крыму, живя в среде крымских татар, ты знаешь много слов, ты их не используешь, ты не знаешь, как строится предложение, но эти слова ты знаешь. Как и в английском, многие смотрят фильмы, они понимают столько много слов. Вот я с отцом недавно сидел, он мне, слов 200, наверное, высказал на английском, но он не знает, как их вот сформулировать в предложение. Но он их знает. Если я ему объясню... Сколько лет ему?
Ему за 60 уже. Откуда он эти слова знает? А вот он смотрит фильмы. Я английский выучил свой на фильмах. Подожди, у тебя сейчас, давай так, сколько языков ты сейчас знаешь? 6. 6 языков. Какие? Родной крымско-татарский, Так. английский, турецкий, русский, украинский и китайский на таком, на базовом. А китайский, так, хорошо. Китайский ты выучил до Китая? Нет, находясь в Китае уже. Давай расскажи, мы к языку еще вернемся, потому Хорошо. что я считаю, что путь к языку, он в том числе и связан с какой-то такой, с передвижением, с миграцией, с путешествием. Вот вообще Есть такое путь дело, к своему да. языку. Давай это вот так, вот Китай, да, ну для нас как бы это немножко, скажем так, далеко, непонятно, только сейчас он начинает как-то открываться. Ты как попал в Китай? Как так получилось? Да, была мечта еще в университете. У меня там работала сестра, ну, Кудавар Тарафындан. И в итоге она решила туда поехать. Я не знаю, как она туда решила поехать. 6 лет она, по-моему, отработала там, вернулась. Я с ней поговорил. Она уже замуж вышла в Крыму, тут уже и ребенок у нее есть. А язык у нее был китайский? Вот этого я не знаю. По-моему, она его выучила там тоже, в Китае. Ну, не суть важно. Мы с ней поговорили. Я говорю, я тоже хочу в Китай полететь. Она говорит, хорошо, вот так, вот так, вот так сделаешь. Я говорю, хорошо, сделаю. Ну, в итоге я не воспользовался ее вот этим опытом. В итоге нашел агента, который мне нашел работу в Китае. Вот через этого агента полетел в Китай. И так вот Как это за работа? преподаватель английского языка. Но это все было нелегально. Нет, подожди. Преподаватель английского языка, который по фильмам научился английскому языку. А там же есть грамматика, фонетика, все вот эти детали. Я понимаю. Ну так я же через школу, через университет прошел, извините меня. А, у тебя филологическое образование. Мен бірінші мектепке бардым, мектепте Огрендом. Факт факт белгілерім бар еді. Потом приехала еще мисс Пейдж. Это, сейчас я вам расскажу, американка, которая еще при Украине. Приехала куда? Приехала в нашу школу. А школа где? Первомайская ОША. Отлично. Первомайская ОША, это Харагос, называется село. Да. Да. В общем, она приехала туда как волонтер. Помогать Украине, так сказать. Это было, по-моему, 8-9 год. Вот. Я был где-то в классе в 5-6. Она приехала, проработала, по-моему, 3 года тут. И уехала, по-моему, за год. Ну, как волонтер, да? Да, как волонтер. Она приехала, их тут было много. По Крыму, по всей Украине их было очень много. Да, даже у нас Где-то было. в 50-60 городах Украины они были. Даже у нас в Харагозде, Керлер. Вот. Ну, вот я ей благодарен. Она очень меня научила многому. Она, знаете, привезла с собой много книг именно из Америки, которые мы тут вообще не видим. Нигде их купить нет даже возможности. И там про политику, про государственный строй. Ну, вот такие вот вещи, которые ты, ну, нигде не выучишь. В школе особенно, такое нигде не преподают. И я вот с ней разговариваю. Из всей школы я вот один за ней ходил, как хвост, везде. Все надо мной смеялись. Ана, күлдіңіз? Күлме қомшыңа, келір башыңа. В общем, в итоге я научился. Мой отец был в шоке, потому что я иногда выхожу с ней, по телефону разговариваю. Та-та-та-та-та-та, просто на английском он в шоке. Откуда? Ну так. Еще украинские фильмы мне помогли. Как? У них вот этот перевод, мы все его ругаем. Да. Но как там прикол в чем? На английском говорится предложение, через пару секунд перевод на украинский. Дубляжка слава, да, я помню. вот поэтому я вот так вот слышу на английском это сначала, потом перевод. Ну, по сути, украинский язык-то как-то он легко вошел. То есть мы его, по сути, не учили, но мы его Даже выучили. родители мои говорят, они сюда приехали, сколько им уже было? В 92-м году приехали. Кстати, это же тоже один из способов научить языку. То есть просто включить телевидение, которое там постоянно из всех утюгов Конечно. оно работает. Конечно. Все шоу, все передачи, все фильмы на украинском и до свидания. То есть если внедрить такую же методику, то тоже получится. Посмотрите на английский, он же везде. Да. Телевидение, все эти смешные ролики, все, везде английский. Между странами он используется. Почему? Потому что его слышат. Давай вернемся к Китаю. То есть, ну смотри, это как бы такая неочевидная, скажем, история, да, поехать в Китай. Но ты поехал, у тебя там не было ни знакомых, ни друзей, никого, только какой-то агент условный. Да. А почему ты, почему Китай, почему не Лос-Анджелес, там, я не знаю,
Нью-Йорк, там, Да, не Англия, знаю. ближе к носителю английского языка? Ну, во-первых, опять же, ближе к носителю. Я же сам не носитель языка. Поэтому, если бы поехал в Англию или в США, они бы меня не приняли именно по моей профессии. М. Потому что я Ну, по профессии крымско-татарский филолог. преподавал. А крымско-татарский кому он там нужен? Вот, это, кстати, тоже большая проблема. Ну да. Возможно, и нужен в каких-то университетах. Если можно было бы как, ну как-то можно это Ну сделать. вот смотри, давай вот на этом немножко остановимся, на том, что нужен, не нужен. Я вообще считаю, что у нас проблемы с языком в том числе в том, что его некуда применить. Вот кроме как, вот, допустим, с тобой поговорить, куда я могу? Я пойду хлеб куплю, не зная свой язык, машину заправлю, семью прокормлю. То есть ты понимаешь, да, о чем я говорю? Конечно, я То понимаю. есть это же инструмент, Да. куда мы сейчас его встроим, как мы можем его использовать. Вот наша проблема именно в том, что мы его куда-то ищем встроить. Его Так. никуда не надо встраивать. Так? Его вот нужно использовать до тех пор, пока ты его используешь, когда он нужен. Если не нужно, используешь другой язык. Но именно искать, в какой замок засунуть этот ключ, не надо этого делать. Он вот есть, если есть возможность его использовать, используешь. Да. Нет возможности, не используешь. Но это, опять же, не говорит о том, что его не надо учить. Его нужно знать. Ну, знаешь, к чему эта претензия? К тому, что, допустим, когда, к примеру, я искал преподавателя по английскому языку онлайн, да, есть такие сервисы, где можно вообще на любой вкус найти. Конечно. И первый вопрос, который мне задавал преподаватель: для чего тебе язык? То есть, какая цель языка? Допустим, я говорю, работа на онлайн, фриланс-бирже, да, там своя тематика есть. Кто-то изучает, чтобы просто поехать в какую-то туристическую путевку. То есть именно для чего? Какая тема языка? И в этом случае же это и является инструментом. То есть конкретно для чего? Да. Если сегодня я, допустим, 30-летнему такому мужику говорю: слушай, ну что такое, ну ты когда себе возьмешь Ахмат, 5-10, учи язык, а он думает: ну а зачем, у меня все нормально. То есть, понимаешь, застыдить не получается. То есть вот как у нас старики любят делать, да, Да. ой. То есть они думают, что таким образом они человека замотивируют учить. Да это же вообще, это наоборот отталкивает, наоборот создает Да. вот эту вот пропасть. Вот и все, то есть не знаю. Ну, как с этим бороться? Я, кстати, смотрел ваше видео с Ниязи, ага. Да, мне очень понравилась его идея. Вот он правильно сказал, что все идет от государства. В первую очередь. Если не будет вот этой обстановки, то не будет и вот этой мотивации. Вот у нас, когда был АТР, Да. как много ребят Я согласен. моего возраста начали сразу что-то там, давайте, моего возраста тогда они были. Я тогда тебе вообще мало был. я тебе даже больше скажу, что создалась такая, назовем ее тусовка, да, так грубое Да. слово, но это так. И вот это внутреннее. И еще вокруг огромное количество ребят, которые Конечно. хотели стать частью этой тусовки. А какие условия? Знание языка. Да, первое, Все очень самое просто. главное. И все, и нормально. Сколько сейчас ребят, которые вышли из АТР условного, да, с языком, все отлично. Да. Но- Ну, они и до этого знали, я просто но знаю они некоторых ребят, они, усовершенствовали. вот из Старого Крыма много ребят было, они в Старокрымском или мектепте окудалар. Да. Я эту школу знаю. Да. Ну, у них база была, но опять же, многие вокруг них стремились к чему-то, уже у них было желание. Зачем мне знать язык? Ну вот я его могу тут использовать на телеке. Вау, меня все будут знать и видеть. Да. Я вот... Ну, кстати, тоже Кстати, считается. тоже считается, да. У меня тоже была примерно такая же мотивация. Не буду называть телеканал, но точно не АТР. Это с другой стороны. Это с другой стороны, да. Есть вот луна, есть белая сторона, есть темная сторона. В общем, не будем сейчас, да, мускуламага. Да. В общем, хочу сказать, что у меня уже была база, хорошая база. Дома все разговаривают на языке. Я такой, позвали, ну и пришел. Детская телепередача, почему бы нет. Все эти писали сами. Материалы, да, сценарий сами писали с другом. Так, хорошо. Значит, давай все-таки Китай. Да. Очень интересная тема. Приехал, да, то есть ты со своим вот этим вот, я могу сказать, что у тебя было местечковое сознание или нет? Вот Крым, он как в масштабе Китая там не теряется? Ну, вообще,
мироощущение, культура другая. Что для тебя было новое такое, что ты сразу подметил для себя, заметил? Ой, люди все очень, как вам сказать, холодные, В Китае. да, холодные люди. Им не до твоих проблем вообще. Потерялся, как, ну, помогут. Если скажешь, дайте интернет, например, помогут, подскажут. Знание английского у них там, ну, 20% из 100. Молодые. Старики, никто там не владеет английским. Поэтому вот это была самая большая сложность. Коммуникация. А ты поехал в какой город? Первый город Пекин. Ну, так, сразу, да? Да, Пекин сразу. Ну, опять же, я туда поехал, вообще, ну, я не знал, куда я еду, что там будет меня ждать. Слушай, ну почему? Ну, тебя здесь все плохо держали, что ли, думал? Нет, мне хотелось увидеть мир. Ну, у меня было две цели. Увидеть мир, заработать деньги. Приехать в Крым, использовать эти деньги. Так, красиво. Вот, да. Пока все нормально. Пока все нормально было. Да. Но потом вот палки в колеса начали вставлять жестко. Кто? Государство? В смысле, кто? Да. То есть ты приезжаешь в Китай как... Я приехал Какой у тебя по статус был? бизнес-визе. Ага. Потому что, опять же, родной язык не английский. Да. Легально преподавание я сам. Не можешь. Приехал, там есть школы, которые устраивают таких людей, у которых английский язык не родной, но тем не менее ты им владеешь очень хорошо. И если у тебя еще есть европейская внешность, для них это, ну, все, предел. Ну, не китаец, все, Не значит, китаец, но опять же, они очень выбирают. Если у тебя внешность не европейская, ты будешь получать в 2 раза меньше. То есть я бы поменьше получил. Ты бы поменьше получал. Я бы, может, за китайца? Нет. Меня за уйгура принимали, кстати, многие. Да ладно. Да, говорят, ты что, уйгур? Я особенно, если с родителями разговариваю по телефону, они слышат какой-то они звучит как-то, тюркское да, просто. тюркское что-то звучит, и они такие, ой, а ты уйгур, что ли? Ну, с уйгурами я вот в легкую. Вообще, ну, они такой очень кайф. Да. Такой кайф, когда ты вот отсюда, они вот отсюда, я с Европы, ну, ближе к Европе, скажем так. Они вон там совсем в Азии. Ну да. Китайцы в шоке. Друзья, кто меня знает, кто слышал, как я разговариваю с уйгурами, они в шоке. Говорят, как ты у нас в стране с нашими ватандашвар разговариваешь на своем языке, они тебя понимают. Как? Для них мир закрыт. То есть они тюрков не знают, да? Они знают, но для них вот он ограничен. Очень ограничен. Они не знают, что, например, и узбеки, и казахи, и крымские татары, и башкиры, и уйгуры их, и даже салары, и там еще есть несколько маленьких таких народностей в Китае, что Сама они все, Китай, да. да, что они все выходят из одной семьи. Они, ну, не владеют этой информацией совершенно. Вот. Ну, это не имперская штука. Конечно, Нам вообще все равно. имперская, очень даже. Социализм. Ну, понятно. Да, ну, наши родители через это прожили. Вы застали, кстати, это чуть-чуть или нет? Я очень старый человек. Да не может быть. А что именно застал? Социализм? Ну да. Да я в Советском Союзе родился, если ты про это. Ну да, Не, я ну слушай, их имперскость, она так постарше будет Советского Союза, так что... У них в школе преподают ту историю, которая им выгодна. Это даже похлеще, чем у нас вот Что тут. мне напоминает это. Да. Даже похлеще, вот я вам серьезно говорю. Ну, хорошо, вот ты приехал в эту страну, да? Как ты социализировался? То есть там какое-то жилье, вообще еда. Ты себя нормально там чувствовал? Нет. Так. Первые 2 недели у меня живот крутил жестко. Я думаю, я умру. Серьезно? Это из-за острой пищи, наверное. Не острая пища, в том-то и дело. Опять же, Китай огромный, Да. да? И в этих масштабах у них и кухня различается. У нас в Крыму даже кухня различается. Да, Ну вот там возьмем все, чоль и возьмем яловой, ну вообще же, ну не разная. Сейчас уже насколько. нет. Сейчас уже нет. Ну сейчас уже нет. Ну, давай. не так. Ну не так, да. В Китае 7. Ну, по-моему, различается. разных. Сколько? 7, по-моему. 7? Да, мне кажется, больше. У Ну, них официально. официально 56 народностей. Официально. И их языки тоже как бы считаются официальными. Вот. Но опять же, острую еду они едят больше на юге страны. Гуанчжоу. Вот. Там чуть выше, там уже не так остро. Ну, другой народ. Ну, Там, другой по-моему, даже народ. собак только один регион есть, да? Да. Слышишь, а ты говоришь,
столько народностей, а ты, допустим, в Пекине учишь китайский язык. Ты если поедешь на север, тебя же не поймут. В смысле не Ну, поймут? язык не отличается. Китайский Да, язык? китайский. Ну не поймут, наверное. Ну, потому что я проездил много там городов, начиная от Пекина, Пекин, Гуанчжоу, не Гуанчжоу, Ханчжоу, Суджоу, Шанхай, Тайцан, Куншан, ну, много очень городов, которые я объездил, и они Чengду, я в Чengду тоже был, город Панд. В Ухане был, да? Нет, в Ухане не был, в Ухане я не ездил. Не получилось, да? Кстати, в чем прикол? Ладно, я потом это расскажу, ездил во всякие города, и отличается язык. Я первый город приехал в Пекин, прожил 2 недели, нашел школу в Шанхае, поехал в Шанхай. Я в Шанхае 2 года прожил. Ну, около Шанхая там, да. 2 года прожил. Научился этому языку. Последний год, который я там находился, жил в Хэфэй. Хэфэй — это столица провинции, сейчас скажу, смешно будет, Анхуй. Вот. Нет, нормально. Ну вот, это тоже, получается, провинциальный центр. Отличается. Ну, отличается, но ты понимаешь. То есть, как-то Я их понимаю, да, но опять же, они на своем диалекте не говорят, многие уже мандарин выучили-то. То есть мандарин это условно такой коммунистический, Да, общий китайский язык. Вот как у Да, нас. да. Да, ну вот, если, я думаю, чисто на Чорше, если будет разговаривать с ялубойским каким-то, я думаю, они не очень сильно друг друга поймут. Я думаю, что поймут. Ну, процентов 80 опять же. 80, это 80%, достаточно. Да. Но это как бы не другой язык, понимаешь? То есть, Да. насколько я просто вообще Китаем интересовался, и такая мысль была, что они вообще могут не понять друг друга. То Есть такое, конечно. Ну, так это же вообще как будто другой язык. Это и есть другой язык. Но опять же, их вот это социализм, их не дает им как-то... Они же даже не хотят разделиться, как бы сказать, нет, мы вообще будем отдельной страной. Они не хотят этого. Но они даже не имеют права как-то показать это и сказать, что вот мы не такие, как вы. Хотя все китайцы. Хотя все, не то чтобы китайцы, у них там, опять же, вот начнем с того, что слово «китаец» для нас, да, это нормально. Ну, типа, Китай-китаец, норма. Опять же, кто такие китайцы? На китайском языке есть слово «джонго», значение «Китай». «Джонг» означает «середина», «го» — «страна», «страна» в центре. Ну, для них центр мира, опять же, Китай. Вот. «Джонго» — Китай, правильно? Да. Китаец — «джонго рен». Рен — человек. То есть человек Китая. Китаец, условно, да? Да, ну так, логично пока. Вот. То есть это все те люди, которые живут в Китае. Вне зависимости от языка, да, вне зависимости от национальной принадлежности, правильно? Вот. Ты считаешься китайцем. Но 98% из 100 или 99 хань. Люди, которые называют себя хань. Ханзу. Так, это что? Да, это те китайцы, которых мы знаем. То есть те китайцы, которые говорят на мандарине. Правильно? Ну или там на других диалектах, но опять же, те китайцы, которых мы знаем. Их язык называется ханью. Ю — это язык. То есть язык хань. Правильно? Ну, логично. Вот, логично. Но, опять же, те, кто, например, уйгуры, да, они являются ханзу? Не являются, правильно? Они уйгуры. Но они джонгурен, китайцы. То есть у них, у уйгуров, у всех паспорта же все китайские. Но другие. Другие? Другие. Так. Тот паспорт, с которым ты не можешь выехать из Китая. То есть вот про концлагерь это все правда, да? Есть такое, я думаю, есть. Я туда не катался, но многие уйгуры говорят «амаль йок». В том смысле, что надежды нет. Вот. Нет выхода. Нет, у них точно нет. Ну вот они так говорят все. Один уйгур попался мне, который живет хорошо. Может быть, от этого ему как-то сладко живется, и он сказал, все отлично. Слышишь, а вот эти уйгуры, которые живут, они же, получается, своей государственности не имеют, да? У них китайские законы, и плюс невыездной паспорт. Да. То есть, получается, политика Китая – это потихоньку ассимиляция, растворение этого народа. Ну, опять же, не то, чтобы даже выезжать за пределы государства. Они всех просматривают. Если ты выезжаешь из провинции своей, они могут даже позвонить и спросить, куда ты едешь, дружок, если из города в другой город едешь. И опять же, они, я думаю, поощряют
что уйгуры выезжают из своей местности или в другие города, чтобы ассимилироваться, да. Конечно. Потому что я слышал от товарища уйгура, он сказал, наши девушки выходят замуж за китайцев. Но опять же, вот китайцы, Ну, да, перспектива да, перспектива, потому что он говорит, наши тембель, брусья, мага истемели, я товар бутынкун. Слушай, ну это же похоже чем-то с нашим, нет? С нами? Очень похоже. Вот это время, когда было... Я очень много нашел сходств, очень параллелей много. Я им объясняю, говорю, у нас та же ситуация примерно. Ну не настолько жестко, не да, та же, но хорошо. Но у нас есть надежда. Да, хотя бы. надеюсь, никто не... Не, но все равно мы не так, как они. И вот... Ну, скажем, не нынешнее время, но вот взять 100 лет назад, примерно та же ситуация. Даже тех, кто выезжал из Крыма, обратно не возвращали. Да. Вы знаете об этой Конечно, политике? конечно. Скажи мне, вот ты по Китаю поездил, да, по городам поездил, ты ездил сам, один. Ты для себя что-то отметил? Огромная страна, огромные города, конечно. муравейники. Что ты для себя понял? Ну вот все думают, что вот о Китае какие у вас впечатления? Ну как вы, вот не впечатления, вы еще там не были, но как вы думаете, я считаю, как что вы считаете? Что именно? Посредством меня? Нет, я видео? блогера, смотрим, как ты ездил. Хорошо. Я Ты думаю, меня похвалить. Не, ну, в конце. В конце. Хорошо. Что ты имеешь? Ну вот вы сказали муравейник. Да. Но в вашем понимании муравейник это, ну типа все вот так вот живут вместе, Нет. В моем понимании такое, что я одного блогера смотрел, он говорит, ну я, говорит, вот как у тебя тема, тоже, я, говорит, преподаватель английского языка, там, тырым-пырым. Ну я, говорит, я, говорит, жил там в провинции, 15 миллионов, ну, город. Ну, то есть, понимаешь, как бы, сидя здесь, я понимаю, что, 15 миллионов, как может быть провинцией? Ну, условной. И если это провинция, то что со столицей происходит? То есть я думаю, что там в провинции 15 миллионов? Какой-то провинциальный город. В город? Город провинциальный. Я думаю, в провинции это что-то мало. Они называют провинциальным городом это. Да. Какой-то он там назвал, даже его не знаю. Но он 15 миллионов насчитывает. А у нас 15 миллионов это, Стамбул, там, Москва, там, примерно, да? Ну, в Стамбуле побольше, да, примерно. то же самое. Да. 15-20 там такая вилка. Официально. И у меня складывается впечатление, что, во-первых, много народу, да, много машин, плохой воздух. Да. Вот все, что я еще могу сказать. Ну, плюс они, вот ты говоришь, они холодные, да? Ну, как бы не то чтобы холодные, а, скажем так, безразличные, да, к твоему вопросу. Но это же логично, слушай, 2 миллиарда человек, там, 1,5, там, 1,8. Они все выживают, я когда ехала в Китай, я думала, там культура же есть у них. Ну, вы представьте. Они орут, ты вообще... Я китайцев, которых встречал вне Китая, они все орут. Они все... кажется. Ну да, но они же выходят из своей культурной среды, в которой нужно кричать, чтобы тебя услышали. Да. Понимаешь? У нас здесь интеллигенция, там 3 вилки, 6 ложек, а они как бы немножко в другой экосистеме растут. И такие у меня есть представления там. В зависимости, опять же, от китайца. Если там у них тоже есть такие интеллигентные. Ну, конечно, если там 60 народов, там сколько, 70 народов, понятно. Ну, опять же, это зависит. Так, а ты какой вывод сделал? Вот ты поездил по Китаю. Очень хорошо развито именно передвижение. Логистика, понятно. Да, логистика супер. Я из Хэфэя до Шанхая, который я не помню, сколько там километров разницы, можно посмотреть, за 2 часа добирался. Ну там они 600-700, по-моему, ездят эти поезда. Да. Очень быстро добираешься. Есть все. Доставка работает очень хорошо. Еды. Все, что угодно. От носков, заканчивая машины, тебе до дома довезут это все. Машин тоже. Машину тоже можно так купить. Новую, все. Даже соберут ее тебе. Настолько там все продвинуто. В течение 2-3 дней доставляют. В зависимости от региона, из которого везут. А ты там ездил за рулем? Да. Права какие у тебя? У меня российские, но я так. Они работали? Нет. Подожди, стоп, еще раз. Друзья ты за рулем ездил? Да, друзья давали. А как, если тебя поймали? Вечерком. Такая ситуация. Еду, сидит друг. Едем, его машина. Я понял, да. Едем. Никто не пил, опять же. Я просто говорю, можно прокатиться? Я вообще не пью, кстати. Вот, можно прокатиться? Можно. Еду. Вроде все нормально. Весь город проехали. Вот до дома остается там буквально 100 метров. Стоят. Остановили. Опять же, они как останавливают? Не как у нас тут, кого захотели, выцепили из толпы. Нет, они там каждого. Каждого. Если они ставят, и то это бывает редко. Они вот в городе поставят 3-4 пункта, самые важные дороги, откуда много машин проезжают. Прям каждого проверяют. Так это же пробки. Нет таких пробок. Я вот в Китае не застал таких пробок.
Я не знаю, как они это делают. Их там много, но логистика крутая, да. Разгадок, да. И вот, что хочу сказать. Остановили. Я такой с другом говорю, давай, меняемся местами быстро, потому что они вон там еще досматривают машины, перед нами еще 2-3 машины есть, да. Давай, перекинемся. И он что делает? Открывает дверь, выходит, оттуда идет. Ой, нам, да, вот мужчине их пройдем. Не крымский? Нет, китаец. Выходит, вышел такой, идет, а я отсюда перепрыгиваю, смотрю, думаю, а ты где? Смотрю, он отсюда идет. Зашел, сел. Через пару секунд кто-то бежит к машине. Смотрим, с фонариком бежит, смотрит на нас. А что вы делаете? А почему пересаживаетесь? Я говорю, да вот мне тут выйти, вот осталось 100 метров, поэтому поменялись, вдруг поедет дальше, чтобы не останавливаться. Он такой, нет, каждого проверим. И меня проверили, его проверили. Ничего не сделали. Проверили на что? Просто на алкоголь. Все на алкоголе, все? Все, на алкоголе все. То есть, получается, просто алкоголь проверили и все, да? Да. И так 2-3 раза было. Просто алкоголь проверяют. Документы, ничего. Слушай, а как у них там кофе пьют? Пьют. Серьезно? Да. Starbucks или сами Последние делают? Вот эти, ну как мне объяснили китайцы, они сказали, что до где-то 10-го года вообще не в теме был чай, кофе. Вообще не в теме. А потом, как началось все, начали завозить, там из Старбаксов везде пооткрывалось много. И много кофеин, которые, не брендовые, так люди просто сами открывают. Авторский, да? Очень много таких. А варят как? Варят, обычный, аппаратный кофе. То есть джезве нету? Джезве найти можно, опять же. Серьезно? Там у них есть такая тема, Таобао, я же вам говорю, там от носков до машины, все что угодно. Из любой точки мира. Купить, понятно. Да. А выпить кофе есть? Заведение, где себе вот так Нашел. Есть? Есть. И это китайцы его делают? И это китайцы его делают. Там было написано Turkish coffee. Понятно. Но опять же, он делается вот на этом. На углях? Джезве есть, не на углях. На углях это именно как раз крымско-татарский кофе. А у них он делается... Ты подготовился, что ли? Нет, я просто такой. Хорларда, крым-татар я по хавену. Нет, на углях, скажем так, не только крымские татары, но мы в том числе делаем. Да, возможно. Я просто о других. Раньше же газа не было, все на углях готовили. Конечно. На песке же готовят, там турки что? Песок, вот на песке я нашел там кофе. На песке. На песке нашел. Вот джезве içinde. Они там еще даже фал бахтывар. Мен бахтырмадым. Серьезно? Бахтывар, я такой, как это? Он говорит, а мы в Турцию летали на пару лет. Это, экономисты полетели, тогда увидели эту тему. Но, кстати, мы в Стамбуле были только в одном месте, да? Только одно место мы видели, где вот джезве варили. И то джезве... В Турции кофе не понравился вообще. Я там попробовал в нескольких местах. Такой себе кофе. Кофе мы там... В Китае кофе мне понравился. Серьезно? Вот умеют они делать. Аппараты не тот, который там типа эспрессо себе делаешь. Нет. Там они его прям хорошо так делают. И еще машины закупают. Американские, немецкие. Ты вообще чувствуешь, что вот это экономика номер один? Вот ты чувствуешь это, что деньги есть в стране, на улицах есть деньги, в заведениях деньги есть. Ты это чувствуешь? Да. За год, который я прожил, да. Последний год, я потому что поменял город, в Шанхае жил, потом последний год жил в другом городе. За этот год я просто неисчисляемое количество зданий увидел, новых. А почему ты поменял город? Ты там пойти, там друзья? Школа закрылась. То есть ты ходил в школу, как на работу, да? Работу. Опять же, если полиция узнает, что в этой школе работают нелегально, придут, накроют. И всю школу могут закрыть? И так и сделали, в принципе. Настучались, короче. Конечно. Прям как в Турции. Да. Так и вот скажи, вот путешествие по этому Китаю, ты для себя что отметил? Ты вообще, понимаешь, что условно, давай скажем так, китайцы такой, народ китайцы, да? Ага. И с другой стороны мы. Народ как китайцы, вы кого берете? Я беру вообще Китай. Вот слушай, давай так. Большинство населения, которое, правильно? Да, большинство. Все равно те, кто живут. Потому что вот в чем прикол, я вам так и не досказала. Да. Есть Джонго, Китай, есть Джонгорен, китаец. Есть Ханью, который то же самое, что и Джонгуэн, китайский. То есть китайский использует именно тех, кого большинство. Но китайцами считаются все. Как так может быть такое? Это же сумасшествие. Что ты меня сейчас загрузил, подожди. То есть китайцами считают все.
Правильно? Ну и мы с китайцами же их. Ну и уйгуров вы китайцами считаете? Нет. А ну почему? Ну потому что я знаю, что они тюрки. Ну вот, а для них это все одно и то же. Ну не то, что одно и то же, они знают, что есть какие-то различия, но как нация они считают китайцами. Но здесь, скорее всего, логика такая, как американец. Типа, раз ты имеешь паспорт, значит ты американец. Но ты можешь американец быть итальянского происхождения. Наверное, такая же тема. Логика. Ну там о происхождении не говорят, потому что в зачем? Америке все говорят на английском. А тут они прям живут Ну, все, здрасте. где вообще на китайском не разговаривают. Вообще не А на каком разговаривают. языке там разговаривают? На уйгурском чисто. М, В школах до сих пор их пытаются переучить, они не переучились за столько лет. м. Это Ну потому что интересно. их много. Им повезло, что их Сколько? много. Их? Миллион 20? Или я с кем-то Ну, путаю? китайцы их считают миллионов 12. Ну, Как понятно, китайцы как их они считают. умеют считать, Ну, как нас везде, считают, как и их нас считают. считают примерно. Да. А так, они сами утверждают, что их примерно 25-30. Но я слышу, что их 20. Ну, опять же, как я слышал, это такое дело. Ну, опять же, 12 миллионов тоже немало. Конечно. Беларусь 9 миллионов, страна целая. Ну, слушай, ну, вообще 20 миллионов это много, реально, это много. Конечно. Узбеков, по-моему, меньше, 17, по-моему. Не, Или не 34. больше, их, по-моему, много. Узбеков. Ну, Узбеков из тюркских 34. народов они не вторые идут после турков. 34 узбеков. Миллиона. Они же за последние вот несколько лет так выросли жестко. Да, на туризме. Да. Вот, ну, блин, так и чё? О чем это? Не, я, знаешь, я почему тебя про этих китайцев спрашиваю? Ты знаешь, мне кажется, что человек, который выезжает из Крыма, вообще из своего места, да, он как будто бы что-то начинает понимать больше. Это знаешь, как связано, как будто ты, когда сидишь в условном Крыму, ты как будто бы в закрытом пространстве, и ты не можешь ничего осознать, ничего понять про себя в том числе, да? А ты когда выезжаешь из Крыма, ощущение, что как будто бы что-то начинаешь больше понимать и про свой народ, и про свою культуру. Может быть, даже начинаешь больше испытывать потребности в этой культуре, что тоже важно, да? Да. Потому что, находясь в Крыму, многие не замечают этого и не делают на этом акцент правильно. Вот ты, находясь в Китае, ты в общей сложности сколько там, 3 года прожил? 3 с копейками. Ну, ты понял эту вообще культуру? Как-то ты ее ощутил? Ну да, Ментальность этого. примерно, опять же, я не мо- глубину я туда не углублялся сильно. Но она чуждая, да, для нас Ну, культура? очень не похожие. Мгм. Очень не похожие. Ну, когда по улицам ходят, все плюются, но это как-то странно, правильно? Ну, для них это норма. Они ходят, плюются. Вот вокруг меня было несколько китайских друзей, близких друзей. Ну, как близких, опять, ну, с которыми я больше всего общался. Я начал постоянно им напоминать о том, что почему они плюют вокруг всегда. Мгм. Они начали замечать это. А до этого они не замечали. Они говорят, если бы ты нам не сказал, мы бы это и не замечали. Для нас это норма. Ну, тебе в Германию нельзя ехать. А что там тоже У такое? них тоже свои приколы есть. Ну вот. Ну вот. Но если они приедут сюда, они тоже, наверное, много приколов увидят. Ну да. Так и вот находясь в Китае, про китайцев, ты что-то понял такое глобальное? Что-то можешь выделить про них? Про китайцев? Да. Какой-то вывод нам. Не то чтобы какой-то вывод, просто знаешь, типа, ну что это за народ? Вот мы сейчас про Турцию тоже немножко поговорим. Хорошо. А вообще, вот китайцы, что это за народ? Ты можешь их какими-то... Какой это народ? Трудолюбивые, трудоголики жесткие. Очень много работают. Иногда я даже спрашиваю, а зачем ты работаешь? Они даже не понимают смысла своей работы. И хотят ли они вообще работать, и для чего они работают. Многие работают, чтобы жить. Просто есть. Просто есть. Ну да. А для тебя это звучит дико? Для меня это дико звучит. По-моему, у нас также люди. Может быть и так же, но для меня это звучит дико. Ты из богатой семьи? Нет, я не из богатой семьи, я из среднестатистической. Ортак Баркоран тогда. Слушай, ну у нас здесь огромный пласт людей занимается тем, что покупают себе еду и так живут. Ну я понимаю, ну это же не делаешь ты каким-то Ну, это не чем-то делаешь. важным. Баюр. Миз-миз. Почему миз-миз? Это же неправильно. Ты знаешь, это специальная ловушка вот этих филологов, да? Вот стоит маленькую вам ловушечку кинуть, и просто у вас всех это Да, начинает объединять. это я первая, на что обращаю внимание.
Опять же, я не филолог крымско-татарского, кстати. Это совсем не важно. Ребят, давай, Хавель, что вы? Можно афиет для роста? Давай. Давай, Фильджан, да, я тебе налью, здесь есть. Рыла, где? Сейчас он... Кстати, это ошибка вот здесь исправлена. Вот это я тоже заметил. Ты думаешь, у меня жена филолог? Ты думаешь, я просто так здесь? А как же так получилось? А что ты такой Фильджан дала? Мне включить, да? Красивый филиал, только 2. Нет, кстати, их больше. Было же где-то? Больше. Без пенки, только не обессудьте. Это ручная работа. Рустем Дервиш. Да, видно его рука. Медных дел мастер. Бахарджи. Не к столу будет сказано. Это тоже, да? Да, это вообще полностью ручная работа. Это Эгридал, наш древний символ. Хайсу своя? Эгридал. Эгри? Эгридал. Ну да, вот понимаю, что такое эгри. Это называется Эгридал. Ну хорошо. Давай без подробностей. Хорошо. Что он Основание треугольник это дом. значит? Крыша. Ну, это сверху, вид сверху обычно. Типа юрты, вот такие же бывают, вигвамы. Еще точка бывает, стоит. Типа центр. Ну, точка это кострище. Я тебе показал. Ну вот еще Эгридал, видишь? Ага. Такая цветущая Юзун история. какой-то это. Да. Юзун Гауши. Как лоза, да. Лоза. Но, видишь, здесь пальма изображена. Но пальма же у нас тоже пальма? считается, это райское дерево считается. Еще и тюльпан сверху. Тюльпан это главный наш символ. А что оно все как-то переплетается? Ну, это жизнь же. Это же все про жизнь. Вот здесь по бокам вот есть поясок. На пояске тоже есть Игридал и есть солнце. Солнце это такой древний тюркский символ жизни, ну, который означает жизнь. У Вот китайцев тоже пишет Дервуш Эву. Не, ну, ты знаешь, Я их, кстати, тоже обучал нашим символам. Я чуть-чуть там по факту фиг нашим каким? Из Урнека. Серьезно? Ты Ну, шаришь? чуть-чуть, так, ну, понтануться этот, хотел. понтануться просто, да? Ладно, я сейчас думал тебя вытянуть на разговор серьезный. Ну, давайте попробуем. Или не надо? Не, можем. Вот эти вот, как южнобережные наши деревья. Кипарис вылетел из головы. Вот он урай, разве он задерживается? Ну, конечно. Вылетает кипарис, насквозь. что там. Кипарис, вот в нашем этом языке орнаментальном, что значит? Не надо было начинать. Просто, понимаешь, это зависит от школы, какую орнаментальную школу ты придерживаешься. У нас просто есть Есть еще разные... и школы? Ой, блин, течения. Предметы? Я тебе хочу сказать, что сегодня у крымских татар, что касается орнаментального языка, нету единого мнения. Это плохо. Конечно, это плохо. Каждый тянет Но? свою лямку. Но, опять же, с другой стороны, это не очень даже плохо. Это с какой стороны посмотреть. Ну, давай посмотри. Мне просто Всё нравится хорошо. в нашем народе то, что не всегда сходятся во мнениях. Это Не, подожди, хорошо это с той язык. стороны. Если я тебе говорю, подай мне вилку, а ты меня укладываешь, это извини меня. В смысле язык? Это язык. Орнамент это и древний язык передачи информации. Это прям язык. Это не художественные какие-то идеи, там, какие-то фантазии. Это конкретно язык. Если, допустим, Значит, это утрачено. ну да. Значит, Так у нас что, зря это все восстановить стирали, сложно. что ли? Ну вот надо, как раз надо работать. То есть вот круг с точкой и треугольник с точкой, это во всех народах это дом. Это вид сверху, вот в центре кострища, как очаг, да, и непосредственно дом. То есть с этим ни у кого нет вопросов. А дальше возникает вопрос. Вот, допустим, тюльпан это тоже символ, да, там то, все, треугольники, колючки, это все. Тюльпан это молодой парень, насколько я помню. Да. Бадем это девушка. Бадем это девушка, да. Ну, незамужний причем, да. Ну, в общем, это такая наша интересная тема. И, кстати, вот Бахарджи, который занимается медью, да, ну, это же тоже старая история. Конечно. Вот. И у нас, кстати, сколько, уже 5, ну, я 5 знаю, кто с медью занимается. Тоже такая, знаешь, хорошая тенденция, скажем так. Да, тоже есть. Так, ладно, ну это дело каждого же, правильно? Мы же не можем об этом говорить. Ну, конечно. Или можем? Я, ну, как бы, не хочу вмешиваться в их жизнь. Я против
переезда, ну, окончательного. Миграция ты имеешь в виду? Да. Да. Да, человек может выехать и обязан выехать, мне кажется. Если есть возможность поехать Да. куда-то, нужно ехать. Мгм. Это круто. Вот как было сказано ранее, Мгм. это меняет мировоззрение. Да. Это в тебе вызывает такие чувства. Но это, опять же, не на месяц, на два. На месяц, на два, я думаю, человек ничего не понятно. почувствует. Да. Мгм. На долгий срок, если выезжаешь, оно реально тянет. Я не думал, что оно будет так. Но... Тянет что, дом? Да, М. там руар. Олебр чеке, Так у тебя еще жены нету. Это у меня еще жены нету. Жена будет, вот, вообще там. Я был в шоке. Мне хотелось разговаривать на родном языке каждый день. М. Неважно с кем, просто Ты разговаривать. поэтому в Инстаграме разгоняешь Да. все время? Я поэтому постоянно, вот у меня была нужда, я искал там книги. Я дома их не читал, Мгм. я там начал искать книги, интернет-варианты, читать книги на родном. Мгм. И то, что я там за 3 года прочитал, я это за всю жизнь свою тут не читал. Ну, ты же там один был? Да? Вообще один. Вообще один. Вообще один? Ну, какие-то друзья были вокруг. Ну, я я сам- я не про друзей вообще говорю, ну ладно. Ну, смотри, ты там 3 года был, да? И ты, ну, как ты планируешь? Планируешь? Там, что ты там думаешь? Сейчас сложно туда вернуться. Почему? Нужно Из- открывать из- визу из России. Визу открывать М. надо. А там же ковид еще, да, вот эта тема А, есть? Вот в чем самое смешное, в том, что я прилетел в Китай в 2019 году, конец 2019 года. Прям перед... Да, ковид начался. Я вылетаю из Китая, ковид закончился. Ну как закончился? Все ограничения сняли. Сейчас. Там все эти 3 года были ограничения, если вы не знали. Так я недавно читал, что там 37 миллионов человек заболело за один день. Ограничения были до того момента, как начали люди выходить на улицу и говорить, нам это все надоело. До этого ограничения. Заходишь в магазин, маска. Все эти 3 года. Беспрерывно. Маски у всех. QR-код у всех. Чтобы получить QR-код, каждый день нужно идти делать коронавирус-тест. Это в нос? Нет, они его облегчили. На слюну? На небо, там что-то, да. Но каждый день. Но бесплатно. Не сделаешь, да. Ну, какое-то там первое время было платно, а потом бесплатно сделали. Это такие очереди. Ты вот должен уже планировать заранее день, что вот в это время До ты пойдешь. работы? Или до работы, или после работы. Но они работают, там есть определенное время, например, с 8 утра до там, 6 вечера. На работе, если есть перерыв, хорошо, выйдешь, сходишь. Нет, значит, или до, или после. Ну, очень сильно вот это вставляло палки в колеса, потому что там были карантины. В году 3-4 месяца уходила на карантин. Может быть, не вместе, но вот так вот раздельно Там в году. даже, по-моему, выйти на улицу, да, нельзя, там дворы все закрыты. Вот я как-то смотрел. Были и такие места. Я в таких не жил, но были и такие места, где закрывали полностью. Потому что все болели. Если болеет один человек в твоем доме, там же опять, понимаете, миллионники Да. города, все живут очень близко друг к другу. Да. Вот в твоем комьюнити, ну это там пару домов вместе, кто-то заболел. У всех вокруг код поменялся на желтый. В тот же день. Теперь, чтобы пойти на работу не идешь. У некоторых работа не оплачивается, если не идешь на работу. И вот, теперь тебе нужно пойти сделать тест сегодня. И сегодня же твой код не поменяется. Завтра делаешь, еще раз делаешь. То есть наперед, получается? Да, 3-4 дня надо пойти тест сделать. Особый тест какой-то там. Так, подожди, и вот со всеми этими проблемами ты там находился. Да. И сейчас ты, получается, уехал и пока не планируешь туда. А какие у тебя планы? Ну, примерно. Примерно в Турцию, думаю, сначала поехать. В Турцию, смотри, ты говоришь, у тебя турецкий язык тоже есть. Да. А, Я же филолог английско-турецкого. То есть это профильное образование, да? И ты вот выучил турецкий язык, ты поехал, и прям у тебя рабочий язык, все делаешь? Да, вообще без проблем. Особенно с сознанием крымско-татарского вообще супер. Прям легко все. Прям легко. Ну и я, да, был в шоке. И ты вот планируешь поехать в Турцию, а что там? Какие моменты есть? План такой, поехать, найти работу. Сейчас я уже не думаю о заработке. Просто как-то Держаться на пережить чем-то. время, да. Я уже планировал остаться дома, начать что-то для народа. Ну, не хочу, как Подожди, Махал подожди. Ван Келлин той Даусера, чтоб не было, но Подожди. была А что для такая народа? мечта.
Я хотела открыть или детский садик, или школу. Так. Ну, пока красиво, а Да. как это по практике? И так, То чтобы... есть снять помещение, там сделать ремонт, Да. получить какое-то Да. разрешение. Ну, сделать все правильно. Мгм. И работать. Нанять ребят, знакомых, кто тоже владеет Это крымско-татарским. в своем районе или где-то ближе? В своем районе хотел сделать. Мгм. Или Кефе, или Эскахарем, ну, или уже Симферополь, да. А где твои родители живут сейчас? Недалеко от Кефе. М. Мгм. Вот. Ну, не получилось пока. Ну, время, наверное, Мгм. немножко не то, да? Да. Ну, или хотел заняться какой-то деятельностью такой, типа, заняться чем-то полезным, опять же, либо созданием словаря. У нас нет нормального крымско-татарского английского словаря. Ну, нет его. Есть какой-то, но он какой-то галимый. Мне не понравился. А ты можешь создать? Ну, Я могу, я даже могу сесле Мгм. голосовой. Было бы прикольно. Ну, хотя бы попробовать. Оно же как начинается все? Кто-то пробует, Да. получится, не получится, там уже рассудит время. Ну, словарь, как бы, это же такая фундаментальная история, да? Я понимаю, да. То есть ты на нее Ну, готов? есть просто ребята, знакомые, кто уже создавал. Я не хочу создать именно такой, не книжный вариант, Да. онлайн, потому Да. что сейчас все переходит, опять же, в телефоны, в компьютеры, все это понятно. Но функционал какой будет? Вот, допустим, это приложение какое-то? Это будет приложение, да. Так. Вот. И это На приложение? основе уже вот есть приложение, правильно? Да. Но просто нет базы английской. Все, я понял. Например, я беру крымско-татарскую базу, ее там чуть чищу, Да. как-то, может, добавлю что-то, Мгм. и английский добавляю. Мгм. Еще, возможно, звук какой-то и к этому языку. Мгм. То есть есть эта часть, но не хватает этой части. Да. Просто потому, что многие крымские татары, они, возможно, и знают английский, но не знают на том уровне, чтобы это сделать. Да. Я филолог английского языка. Мгм. Ну, смотри, если, допустим, ну, условно говоря, ты на год эти планы сдвинешь, да, сдвигаешь, но ты Примерно. вообще, Может, даже на больше, откуда знаю. ну, да, тут как бы Бакар. пока никто не знает. А как ты, допустим, как ты относишься к тому, что, к примеру, ну, есть же миграция сейчас тоже, да, люди выезжают, нам пока непонятно, что это за цифры, кто Да. уезжает, мы просто видим, там, сосед уехал там или вернулся, Да. мы не знаем. Ты вообще к этой, ну, условно говоря, к этому явлению как относишься сейчас? Ты знаешь, что вот у нас местные, кто не выезжает, они называют предателями тех, кто уехал? Я в шоке. Я не Ты сам встречала... слышал такое? Нет, Ты не слышал? Мгм. нет. От вас впервые слышу, кстати. Не, я слышал, это есть. Есть такое? Да, да, точно есть. Ну, просто, опять же, зависит от уровня человека, Мгм. от того, кем он себя считает и как он вообще видит себя в этой жизни, и как он видит окружающих его людей, правильно? Мгм. Потому что если человек достаточно благоразумный, я не думаю, что он будет считать их предателями. Потому что многие уезжают, ну, понятно, из-за каких причин. Да. Есть те, кто уезжают вообще без причины, но вот есть такие люди, правильно? Ну, которые Те- запланировали. Ну да, запланировали. Ну или есть те, которым не надо было ехать, они просто, ну, хоркоп кеттелер. Ну, Но опять же, я их опять тоже не хочу как-то оскорбить. Слушай, ну, Это всё на правильно. самом деле, сама причина, она не важна, по большому счету. Да. Важно, что человек уехал. Мгм. То есть, вот факт, человек уехал. Ну сейчас есть определенная причина для многих, кто уехал. Да. Если бы ее не было, тогда, возможно, можно было бы использовать саткан или хаин, что угодно. Но сейчас я не вижу поводов для этих слов. Не вижу просто. Не, ну да. Я просто- уверен, вот с теми, с кем я общаюсь, кто уехал, Да. потому что многие уехали именно моего поколения. От 18 до 30 многие уехали. Да. Они говорят, я хочу в Крым. Ну, конечно, хотел. Я хочу в Крым вернуться. И вот как это все, ну, как все уляжется, я возвращаюсь. Ты знаешь, я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что ну, мы как-то изучали предыдущий опыт миграции, да, и там несколько было разных волн. По большому счету, именно вот эти миграции заложили вот этот фундамент нашего такого, скажем так, ну, тяжелого будущего, условно говоря. То Да. есть в тот момент, когда в Крыму крымские татары перестали быть численным большинством, и начались все проблемы. То есть, если смотреть... Для нашего народа. Ну, естественно, конечно. Всем остальным это народ. Да. Но мы же говорим про свой народ. Нас же, в первую очередь, наша история беспокоит. И ты знаешь, вот эти все уехавшие люди тоже по разным причинам. Кто-то бежал от армии, там на 25 лет забирали, кто-то бежал от какого-то
бесправия, там, казаков условных, которые там набеги, да, устраивали. То есть причины были разные. Итог один. Люди уехали. Да. И опустела, условно говоря, в основном степь, по большому счету. Добро. И в какой-то момент так произошло, что крымских татар стало очень-очень мало. И они превратились в меньшинство. Но опять же, до 44 года оно, я не думаю, что это настолько чувствовалось. Ну, здрасте, как это не Ну, чувствовалось, но сколько не было настолько. процентов? Да мало было уже. По-моему, 39 не было процентов? Нет, какой 39? Ну, Меньше подождите, что было. на меня сказали, Меньше, что-то. меньше. Нет, не 39. Если Ну, где-то 1/3 населения была нашими, по-моему. 1/5, скорее всего. Настолько. Конечно, конечно, ты что? Если официально депортировали там 200 с чем-то тысяч, как они пишут, а было население около миллиона, то есть можно примерно посчитать. Потеря критической массы народа, да, Привела ко многим вот этим привела к этим да. последствиям. И по сути люди, которые уезжали, они так или иначе стали, ну, как бы заложили эту основу, что так все произойдет, что так все будет дальше, в дальнейшем. И получилось так, что вот все мы, крымские татары, мы потомки тех, кто не уехал. Правильно? Получается так, да. То есть, Я, кстати, этим горжусь. это, кстати. знаешь, лучшее Так, из лучших. Почему из худших? Но смотри, но все равно капитал в первую очередь уезжал. Ну, так же, согласись. Ну, интеллигенция, да, в первую очередь. Интеллигенция равно потом- капитал. Ну, хорошо. Да? Ну да, можно Ну, так сказать. чаря уса китайцам, правильно? Ну, bizim çaremiz yokmuşum da. Бар. А Ну, нечем как кетмейкайся. тигры остались. Нечем Нет. кетмейкайся. Но я же... Менің қарбыбайларым Да. çaresi бар еді. Кетмеділер. Ну, Бірісі молла еді, бірісі рейс еді. Рейс деген не? İşte мектепні алып бара еді. Çarелері бар еді. Не, ну, понятно, что у кого-то была. Но в большинстве своем все-таки капитал двинулся, переехал. Ну ладно, это такая тема, как бы, да. Но опять же, да, если есть проблема, нужно же решение. Да, какое решение? Ну, в 20-е, в 30-е годы какое решение они предложили? Они И чем кто? это все закончилось? Вели Ибрагимов. 20-30? Это вот второй, как они их там называли, главдеп, что-то там. Мгм. Ну, в общем, глава Крымской АССР в тот момент. Да. Он был вторым. Первым поставили, по-моему, казанского татарина, Мгм. потом через пару лет крымского татарина поставили. Он же предложил перевести людей из Румынии в Крым, Да. из Добруджи, Да. тех наших соотечественников, Да. соотечественников, которые уехали в те времена, еще когда это принадлежало Османской империи. Да. Ну, расстреляли его за это. Ну, скажем так, там и расстреливали и за Бойвела эту Но вещь. его расстреляли намного раньше, чем остальную интеллигенцию. Его в каком? 37-м? 4-5 лет до. По-моему, в 34-м его расстреляли. 34-м? Если я не ошибаюсь. Ну, вполне может быть. Да. Ну, слушай, работа уже велась, глубинная, правильно? Ну, Вилась. а как ты думаешь, был бы результат, если бы оттуда бы крымских татар Мне привели? кажется, был бы. Думаешь? Да. У меня, кстати, есть такая идея. Если Аллабузге Долурса, Мгм. можно будет как-то же это сделать. Почему бы нет? То есть, слушай, ну они же уже, по сути, 100 лет живут на той территории. То 100, есть, не больше. Мне ну, кажется, больше. как минимум. То есть там, если брать, там, середина 19 века, по большому Не, счету, вот в середине 19 века, это не середина 19 века. Когда? 1850-й, когда там были? Это про войну вы говорите? Про И, Крымскую ну, войну? Крымская война, и только миграция была огромная. Ну, это вторая миграция. Ну, Первая. да, да, да. Ну, первая понятно, когда была. Но я все-таки считаю, что пагубная была именно вторая миграция. Ну, там 150 тысяч человек уехало. Ты по по- подсчетам. Во второй или первой? Во второй. Просто- Первый вообще 300. Просто знаешь что, смотри, в первой уехала интеллигенция, а во второй люди уехали. Ну Прям да. села подрывались и обозами, тележками уезжали. Да. Именно фонд уехал. Я считаю, что это было самое, ну, такое... Губительно. Ну, потому что губительно. третья в начале 20 века, там, по-моему, 1910 да, по-моему. 13 и что-то 15 тысяч уехало всего. Ну, всего ты говоришь, 15 тысяч для вот такого маленького народа. Ну, да. Ну, опять же, сравнивая с 150 тысячами. И вот смотри, как бы мы сегодня не относились к миграции, к тому, что люди уезжают, мы можем просто вот делать выводы в сухом остатке. Все крымские татары, которые уехали, ни один из них не вернулся. По факту. Ну да. Ну, по большей- факту так. По большей части так. И теперь смотри, когда я находился в Турции, да, я в том числе разговаривал на эту тему. Ну, понятное дело, это был такой субъективный разговор, очень субъективный, очень поверхностный.
Но тем не менее, кое-какие выводы мы делали, что те крымские татары, которые имеют прямые корни из Крыма, их дети и внуки просто знают, что они с Крыма, в лучшем случае, многие даже не знают, где Крым, и они уже, по сути, турки. Многие там, кстати, не различают Крым-Новая и вот. Я тебя умоляю, какой Крым-Новая? Они вообще, Крымдан говоришь, Крым, в лучшем случае, Крым-Тюрклеры, все, на этом точка. То есть вот эти вот полутона, я тебя умоляю, там такого даже близко. Меня, кстати, их политика нынешняя очень бесит по отношению к тюркским народностям. Ну, конечно. Везде обязательно прилепить тюрклеры. А это не их политика, это сделал Ататюрк, понимаешь? Ну, это же все нарастает как-то. Но он заложил этот камень, он запретил народам разговаривать на своем языке. Ты знаешь, что вот в крымско-татарских селах из 100, в Турции, допустим, из 10 семей, 2 семьи должны были быть турки, обязательно. И вот эти турки, они следили и закладывали тех, кто разговаривал на своем родном языке. Я даже такую ситуацию, слышала историю, что дети, которые, крымские татары, переехавшие туда, шли в школу, их там обучали на турецком языке. И если ты говоришь одно слово на крымско-татарском, ты монетку ложишь в банку, которая стоит на столе учителя. Ну, монетку я не знаю, там, как с монетами у детей. Я не знаю. В общем, говорили, что в конце класса эта банка была переполнена всегда. Ну, я не знаю, у детей так, чтобы много денег было, я не знаю. Но то, что санкции были, это точно. И политика, по сути, была очень простая, такая имперская, да? Ну да. Все народы, ассимилировать все народы. То есть, да, ты можешь сказать, что ты Крым-Тюрклеры. Опять же, да, с какого перепугу мы Крым-Тюрклеры? Мы же вообще не тур. Ну, ты же понимаешь, да? Опять же, в их языке это по-другому звучит. Начнем с этого. Для них слово тюрк имеет два значения. Тюркский и турецкий. Так. Вот. Для нас это разные слова. Конечно. Для нас тюрки и турк – это два разных слова. Тюрки – это именно те, кто не является турками. Тюрки. Да, тюрки, тюркские народности. А турк – это вот для нас именно турки из Турции. Ну, понятно. Ну, понимаешь, у меня ощущение, что это может быть, они хотят сказать крымские тюрки? Они это и хотят сказать. Они это и хотят сказать, и все. Но мы же не крымские тюрки, с какого перепугу? Мы тюрки, которые в Крыму. Я опять же не приверженец, я не люблю это слово. Абсолютно не люблю его. В Крыму, знаешь, вообще такой котел. То есть, понятно. Ты, кстати, не делал ДНК? Нет, вот тоже хочу. Ты знаешь, я вот в Турцию поехал. Меня сфотографировали, у нас в университете такая штука была. Кто-то приехал, я там не знаю. Нет, в университете, в КИПУ. Я же кипушник. Вот. Что-то сразу не сказал. Всем кипушным салям алейкум. Вот. Делали фотографии, по фотографии определяли, по чертам лица, кто твои предки. Мне там такое тоже есть? Так сделали. И что у тебя? И что мне там сказали? Уйгур? Нет. Осман, гот. Гот? Османы и готы. Османы, опять же, это понятие такое растяжимое. Потому что, в Крыму от османов тоже могло что-то остаться. Нет, конечно, могло остаться. Но наши предки не елубойские. Я бахчисарайский чистый. Чистый бахчисарайский? Это же анекдот. Чистый бахчисарайский. Почему анекдот? Как может быть чистый бахчисарайский? Хорошо. Смотрите. Бабушка Гаврля. Да. Дедушка, сейчас скажу, Мамушлер. Не знаю, где Мамуш. С другой стороны, Бюк Яшвау. Слушай, Мамуш, при всем уважении, это не Бахчисарай. Хорошо, но сейчас же Бахчисарай. А что это? Это вообще татская история. Там татская история, горы, да. море. Ладно. Ты знаешь, вообще я в принципе, когда речь заходится, вообще речь идет о горе. Я этим, кстати, не понтуюсь, просто говорю. Какие понты, причем? Я просто, говорят, бахчисарайские такие интеллигентные, да ничего такого нет. Кто такое говорит? Мы так не говорим. Как раз вы так и говорите. Я знаешь, про что я говорю? Когда крымский татарин говорит про чистоту крови, честно говоря, мне всегда смешно становится. Вот хорошо, честно. Тогда не будем разговаривать. Честно, понимаешь? Почему? Потому что. Вот, не может быть? Не может быть. Потому что настолько вот этот генетический бульон, он настолько, понимаешь, да?
И сказать, что я там чистая, там, новая, там, условно говоря, вот я, кстати, вот у меня мои старики, да, это род Кырх. Вот О, полностью причем. это который дом анлытов. Это которая вот такая вот прямая стрела. Прямая стрела, да, который, да. Но вот у меня вот мой родной брат. Ну, потом посмотришь. Серьезно? Да. Вы же вообще не похожи. Ну, как похоже. А вы Вот как меня с что- родным братом тоже не Ну поймете, вот я что мы тебе, родные я братья. именно про это тебе говорю, про чистоту крымско-татарской крови, понимаешь? То есть, если смотреть наш вот этот вот генотип, фенотип, вот этот портрет, он очень интересный был. Ну да. Я был в Стамбуле, и у меня просто вылетело из головы. Это $70 стоит этот тест несчастный. Я его просто А забыл где сделать? сделать. Потом скажете? Конечно. Я первый Тебе день контакт дам, поеду, там, сразу есть, сделаю. там есть свои люди, все нормально. Хорошо. Там ты просто отправляешь, тебе с Америки приходит результат. А в течение какого времени? Долго? В неделю, 2 недели, по-моему. Вау. Да, Как так, здорово. понимаешь, я хотел сделать и забыл вообще про это. Ну, детей взял и все А, забыл. ну конечно, с детьми сложнее. Сложно, кстати, с детьми, Да, шикарно вообще. потому что супруга рядом. Да, а супруга что, не со мной, что ли? Я понимаю, но В одной лодке. Да. Не, ну вообще, вопрос крови, конечно, очень интересный, вопрос генов очень интересный. И ген реально пальцем не сотрешь. представьте, я сделаю вот это вот Да. ДНК. Чебуркаря выйдет. Нет, Бахчисарай. Только Бахчисарай. Ну, Кстати, у Чебуркаря. многих Крым не показывает. А что, кстати, это нормально. У нас, знаешь, у нас же здесь в Крыму, вот если так вот проанализировать, у нас здесь кто только не был. И японцы, и китайцы. Японцы? Конечно. Японцы были. И были здесь Вы и правы. в качестве... Да, да, да. В В том Ну так числе. это наши туда поехали. Ну и вернулись тоже. С японцами. Кстати, бабам блесни, ты туда поедешь, не привози оттуда с собой китаянку. У нас места столько нет, чтобы всех родственников поместить. А это был бы прикол, если с китаянкой приехал. Нет. Там на мякиш не Бабам возьмешь. деда, ыргакта асарым деда. Не, ну это все работает до того момента, когда там этот, любовь до генеши бар, это потом уже все это перестает работать. Любовь дегенши. Да. Орталыкта. Я задал учкан. Так, ну хорошо. Слушай, ну, а давай немножко про Турцию. Буквально 2 слова поговорим. Ты же там Хорошо. проездом был, да? Ты На не неделю жил всего там. лишь, да? А ты не думаешь, что это будет ошибкой поехать Почему? надолго? Ну, не знаю, просто. У меня как? У меня какой план? Поеду, посмотрю, найду работу, останусь. Не найду работу, Европа. Может, сразу в Европу? В этом. Может быть. Ты знаешь, что сейчас у нас самая большая диаспора в этом? Ирландия. В Ирландии. У меня Кошмар. У меня очень хороший мой знакомый есть. Он говорит, слушай, говорит, переехал с семьей, тоже все, обосновался, говорит, в автобус, говорит, захожу, мне кричат, о, Ленур! Безумгая. Ты представляешь, в Ирландии, черт знает где, в каком-то в селе. То есть, ну, это вообще интересный момент. Ну, это интересный момент, с одной стороны. Это же история тоже наша. Да, это вообще Но я история. надеюсь, что они вернутся, и мы с ними увидимся тут. Да, конечно, вернуться, пособие это все время не будут платить. А там попробуй проживи. Не, ну если ухватится. Не, ну, ты знаешь, я все-таки уверен, что многие вернутся, реально. Потому что, ну, слушай, Если наши, вот как вы сказали, Да. предки, мы именно из тех, кто тут остался, да, кто не выехал, с тяжелыми именно, ногами. да, нас- именно те, кто самые такие мен кырым татар, мен чаресыны тапарам, Да. которые сказали, Да, и тут да. остались. Да. Это вырежьте, кстати. не Это надо. уже распиарено. А что? Да, уже так Ну, распиарили. мы это. подпишем, кто это сказал. Это же Севелькин сказал. Да. Да. Я, кстати, первый написал, что это она сказала. Потому что там У тоже неё же- начал репостить У них же сначала. было в этом. Ну, сначала кто-то начал репостить А, понял. своими, типа, Да, да, да. именами. Ну, красиво. Офигенно. Классно сказано же. Ну, Конечно. по факту так же есть. Да. Но мне кажется, это и станет названием нашей вот этой вот, нашего периода. Почему бы нет? Ну, круто Ну, же. да, да, да. Очень даже подходит. Да. Кстати, есть мечта еще написать книгу. Письмо Эрдогану. Нет. У меня уже стихи готовы. Надо просто напечатать. А это к чему они приурочены? Ко всему? Поэтический сборник? Да. Я ж поэт. Тонкой души человек получается. А Бабушка. книгу про Моям что? дабар. А книга про что? Не книга, именно поэтический поэтический сборник? Да. Ну вот в сентябре будет ярмарка. Ты книгу- До того времени Да. не напечатают мне такие стихи. Почему? Они... Что-то как-то, ну, не подойдет. Я раш меча поварга.
Да, ну, ты знаешь, вообще, честно говоря, вот, если про Турцию говорить, да, то есть вполне себе нормальный вариант, в принципе. Ну, не для заработка, просто пожить. Ну, скорее всего, да. Но все-таки одному как-то, наверное, проще будет. Тем более Да. там уже много наших, там можно с кем-то вот Я соединиться. туда приехал, у меня там 3-4 человека как минимум я увиделся с крымскими Да, нашими. да. Тем более у тебя Инстаграм работает. Там все дела. Да. Кстати, многие мне писали, давай к нам сюда. Да. Да. То есть вариант такой, что просто, ну, кому-то там подселиться даже на какое-то первое время, он, в принципе, отличный. Вообще Турция интересная страна, на самом деле, да. Я вот один ролик записал, и все подумали, что нам там не понравилось. Ну, это глупость вообще. То есть, Ну, чувство такое осталось. да? Да. А я тебе говорила. Ну, сначала, как там было, пардон, Париж, что-то, ой. А слушай, а тебя, пардон, не парит? Я там, наверное, всего один раз услышал. за Да неделю. ладно. Серьезно? Ты просто никому дорогу не перешел. Нет. Но Я они спокойно же это слово используют. использую. Ну, мне тоже это не нравится. А знаете, как они любят поправлять? Вот я записываю видео уже на крымско-татарском, Да. и они начинают, такие Турки. умные, да, турки, и они начинают, это вообще-то арабское слово, это вообще-то фарси. А они же боролись с арабами. И что получилось? по Боролись. итогу? Получилось лавабо. Туалет переименовали. Получился лавабо, Да. еще куча всего. Да. Ну вот и все. Нам же лучше знать, что для нас важно и как оно у нас Ну и работает. турки также говорят. Я понимаю, но они вот любят все так к себе приурочить как-то вот. Ну, они как старший брат, понимаешь? Не надо нам никаких старших Ну, вот я братьев. же про это и говорю. То есть, Старшие братья, у нас со всех сторон старшие братья. не говори. Спасибо большое. Эркес келді, өзінің рухларын ташаймын да. Керек не Ну, а, кстати, вот это вот чувство маленького народа, его можешь как-то побороть? У нас же Да. большая страна была, по сути. Да. Крымское ханство это не маленькое было. Как вот это избавиться? Но опять же, в этом Крымском ханстве вот эти великие, они же как-то обособленно жили, нет? Нам А так все кажется. живут обособленно же. Да, ну вот как вы сказали, кырк. Ну, Да. кырк, вот тут вот, я шла, Не, вот тут это, вот. не, подожди, но народ-то был по-другому же. И вы Они думаете, же- они все какие-то объединенные такие были? У меня есть чувство, что они как-то все равно в расслоенном обществе. Ну, Джейн каком-то жили. Башласа. Слушай, Жили. общество всегда было расслоенное. Всегда. У нас даже в Бахчисарае, в кофейнях, я извиняюсь, в кофейне для Мурзы обычный человек не заходил. Хотя Да. кофе было бесплатный, по идее, и ты пил, и на выходе клал, сколько ты считаешь нужным. Но, тем не менее, бедные туда не заходили. То есть сословия были по кофейням уже. Сразу различались. То есть, если кофейня бедная, туда Мурза не зайдет, я извиняюсь. да. Вот и все. А ты говоришь про какое-то единение общества. Всегда слои были, и это нормально. Это нормально. Просто, когда там какое-то событие, там, война, не война, народ объединялся. Все становились под шутки. Мне кажется, сейчас нам не нужно думать о величии, которое было, Да. не забывая, конечно. Нам Да. надо это помнить, Да. но не сильно афишировать, потому что многим это поперек горла. Ну, понятно. Ну и нашим в том числе. И нашим в том числе, да, Ну, многие... Что это за понты вот на ровном Я месте? не понимаю. Сами- Нет, мне нравится, когда это делают красиво. Когда это делают, ну вот так, что ты говоришь, ой, да, вот это мы. Ой, красиво сказал. Да, ой, красиво сказал, да. Біздің бұл қадар улы oldu. Да. Ну, шындық уақытына унутмайып, во что это все превратилось сейчас. Но, опять же, некоторые это так похабно показывают, что хочется сказать, да вообще я не знаю этого человека, вообще кто это, вообще не из моего народа. Ну да. Ну, они же тоже имеют право. И имеют право. В том вся проблема. Да. Ну, вообще, Каждый имеет право. в целом, у тебя оптимистичные ожидания. Вот давай так возьмем два момента. Возьмем язык, да, как главный, да, такой локомотив вообще народа. Язык это основа. Но, кстати, многие с этим не согласны. Ну, мне не важно. Что меня Мне шокирует. говорят, типа, а что, если итальянец будет на татарском говорить, что он татарином станет? Ну, слушай, язык, На какую-то часть станет, кстати. ну, конечно, станет. Конечно, станет. Там сразу янтыки с чебуреками следом. Вот и всё. Просто понимаешь, вопрос в том, что язык это самое главное. То, что отличает одного человека от другого. Но это факт. Да. Все. В языке содержится вся информация Вся народа. информация. Не Конечно. какая-то часть, вся информация. Да. Одет, медениет, ну все там. И вот, кстати,
касаемо мертвости, условного мертвого языка телевизионного, Он да? же не мертвый. Условный. Ага, Условно, давай назовем его условно. Он же не живой. Именно телевизионный? Ты или знаешь, в мне целом люди наш говорят, язык? я читаю газету и ни одно слово не могу понять. Ну, условно говоря. Хотя Я, кстати, человек владеет тоже, вот языком. одна газета есть у нас, я несколько их читаю. Сложно, да? Ну, какой-то он там вообще сложный, какой-то усманский. Это же про это разговор. Ну да, Что он уже как латинский получается. ну да. Чуть-чуть мертвоватый, за запашком, да? Есть А вот запашок. турецкий, Лечь со он даже смотрит. со своим лавабоном, он живой. Он вот жил, пока мы Да. были в Азии и обузбечивались, он жил и трансформировался вот в такой, во французский Да. уклон. Да. Ну, это неплохо. это неплохо, Вот я это как раз факт. именно противник того, как вот я сказал, турки, то, что мне замечание делают, это арабский, это Да. фарси. Да. Нет, оно так и должно быть, значит. Ну, конечно. Если в своем языке не находишь, берешь с другого языка. Конечно. Он же как организм развивается. Ну, если у тебя, ты компьютер, если не придумал, Вот и откуда ты все. слово возьмешь? Да, откуда ты его возьмешь? Телефон. Они же фаджибук взяли, нормально все. Кто? Фаджибук? Да, ну, Это что, Facebook. Facebook? О-о-о. Мне это вообще Они так и говорят? фаджибук книга. Ну, Или ладно, этот гигабайт. пусть говорят. Не, ну нормально. То есть, как бы язык живой, он развивается. Все. Вот смотри, насчет языка. У тебя какое? Оптимистичное, среднее, пессимистичное? Какое у тебя ожидание? Я не знаю, что у тебя с этим всем? Ну, самое интересное, что именно в такие моменты, когда для народа какие-то сложности появляются, начинается какое-то движение. Или в хорошую сторону, или в плохую. Я наблюдаю и то в данный момент. Есть и в плохую, мы это уже обговорили, что многие переселяются, и мы не знаем, вернутся ли они в таком же составе или нет. А хорошая часть в том, что люди осознают, кто мы есть. Они уже видят вот это белое, а вот это черное. Они уже могут это отличить. И они понимают, что маркером вот этого является язык. Одним из главных маркеров является язык. Вот. И в этом русле, если двигаться, они начинают и изучать его, и интересоваться культурой и всем остальным. Потому что есть и такие крымские татары, которым вообще наплевать, что ты, кто ты и как. Правильно? Ну, есть, да. Вот. И, как мне кажется, язык не умрет, он будет, потому что нам повезло, что мы живем во время цифровое. Все это можно заморозить. Все это можно запечатлить и, опять же, восстановить. Посмотрите на евреев. Они же, их язык исчез, они его восстановили. И сейчас, их государство, какое бы там ни было, как бы они там ни жили, они восстановили этот язык, сейчас все на нем разговаривают. Посмотрите на Эстонию. Они тоже все разговаривали на русском до какого-то момента. И считалось, если ты там латыш или кто-то еще, и ты разговариваешь на своем языке, то оно считалось как-то зазорным каким-то, что ты селянин. Мужицкий язык. Да. Ну, это мы проходили Вот. с многими языками. А сейчас, когда государство благоволит народу, Да. когда есть требования, и когда есть спрос, и есть чем покрыть этот спрос, тогда вот оно идет в правильном направлении. Вот почему я упомянул Низами. Ага. А ты Керимова смотрел? Кого? Исмаила Керимова. Не до конца. Часть. Ладно. Посмотрю, посмотрите. И о чем я говорю. Вот если государство нам поможет, потому что сейчас без помощи государства, мне кажется, крымским татарам очень туго будет. Сейчас еще какие-то есть урулхуар, какие-то возрастают, но мне кажется, эти урулхуар, они в каком-то моменте чурижек, и у нас уже не будет даже вот что посеять. Ну, в целом, как ты? Я оптимист. В целом оптимистичный. Да. Язык не умрет. Как минимум не умрет он. И его восстановить можно будет. Это нормально. Да, на нем многие не разговаривают. Да, многие обрусели. Но он не умер до сих пор. Он есть, существует. Нам нужно его побольше оцифровывать, переносить. Потому что у нас еще есть то поколение, которое на нем говорит и мыслит. Есть еще те люди, которые мыслят даже на том языке. Ну, слушай, тут может быть 2-3 года. Очень мало. Мало, я знаю. Но у нас есть время. Да, как Исмаил Бей сказал, Газпролу, Так. если ты сам, я сейчас точно не скажу 100 из 100, но если ты сам умен и владеешь большой информацией, это уже 1+.
Но если ты еще с другими поделишься, Да, это вот столько же плюсов ты и рассеешь вокруг. полностью поддерживаю Да. Смойлова. Ну да, он такой, он в образовании понимал. Да, но опять же, вы знаете, сколько гонений Знаю. было? И сколько вокруг тех, кто, ну, такие окостенелые, Старая школа. да, старая школа, кто не хотел ему давать этой возможности. Да. Ну, я думаю, что сегодня у нас те же вызовы. Ну, плюс-минус. Каждое время. Да. Люди не меняются. Меняются времена. Я хочу, чтобы вот, видишь на ту камеру, вот там, где Да. красная горит, это твоя камера. Поздравь всех крымских татар с, Чем? с наступившим Новым годом на китайском языке. Знаешь, как скажи аккуратно, елбаш вот эту тему. Не я наил, там типа харился, а елбаш, как это грамотно? Елбаш, ну вот, кстати, вот это елбаш, это очень неграмотно. Да? Я вот вам серьезно Давай скажу. красиво сделай. Ну, елбаш, красиво это скажи. на китайском сказать? Ну, конечно. Хорошо. 我的朋友们，新年快乐，再见。 Блин, ты смотри, ну, как будто ты все сказал. Да? А что ты городская фраза? Там всего 4, хочу сказать, там всего 4 символа. 新年快乐, И все. Новый год, Яна Ел, Кутлоусон. Вот и все. Я думал, ты просто вступление. Нет. Ну, кстати, вот на слух, ну, как будто вот этот, ну, как будто трудно, как будто по-китайски. Как будто трудно. Ну, типа без акцента, понял, о Ну чем да. я говорю? Мне, кстати, многие говорили, ты как так разговариваешь? Так я тебе про это и говорю, то есть как будто бы без акцента говоришь. Да? Ну, Ну, я говорю, я крымский татарин. Эрчи Яу Шамс. Да, У нас кстати, это в Крыму есть. мы же чингине все, у нас музыкальный слух. Собе. Почему чингены? Да, такая шутка. Ну, кстати, чинги, почему их не любят? Именно крымско-татарских чингены. Почему не любят? Мы очень любим. Просто не здороваемся. Да. Кстати, говорят, в Салачике много жило. Ну, а Салачик это не Бахчисарай случайно? Я тебе поэтому Мы из говорю. Мангуша. Кстати, Мангуш это 20 километров отсюда. Здрасте, Не так приехали. уж и далеко. У меня там тетка живет. Я знаю. Сейчас живет? Да. В общем, ладно, Сау, ну, я думаю, что, знаешь, такой, скажем так, такой фундамент заложен, что когда ты в Крым обратно вернешься, с медици, у тебя уже будет много идей, потому что ты когда находишься далеко от Крыма, да, и тем более ты же Да. будешь в тюркской среде, такой условно, да. И вот все эти идеи ты привезешь в Крым и реализуешь их все, и мы будем за этим наблюдать, может даже Смотрите. помогать в чем-то. Да? Вообще не вопрос. Отличная идея. Сау, Кстати, Саромас. тушите свет. Добрый шлер, это ясно? Че, хаве еще выпьем? Щичме возьму. Копка. Ховка.